Здравствуйте! Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Неизменный приоритет государственной политики – это работа над подступательным повышением качества жизни граждан во всех сферах экономики. В том числе это касается увеличения уровня доступности газификации населенных пунктов. Такая задача была поставлена президентом России. Об актуальных вопросах газификации сегодня поговорим с прокурором отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и экологии прокуратуры Республики Тимуром Даниловым. Тимур Романович, здравствуйте. Да, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как обстоит дело с газификацией населенных пунктов у нас в республике? Органы прокуратуры республики большое внимание уделяют этому вопросу газификации населенных пунктов. То есть надзорным сопровождением обеспечиваются все мероприятия по газификации региона. То есть общие цифры наши. Всего на территории республики более 39 тысяч домов газифицированы. Действует у нас свыше 7 тысяч километров газовых сетей и 167 котельных на газовом топливе у нас находятся. То есть все мероприятия по газификации населенных пунктов в республике у нас предусмотрены программой газификации региона. То есть общий объем финансирования на 5 лет у нас составляет более 13 миллиардов рублей. А расскажите, с чем связаны основные обращения граждан в органы прокуратуры республики? Значит, анализ состояния законности в данном направлении показывает, что основные обращения граждан нашей республики связаны с нарушением порядка подключения к сетям газоснабжения объектов капитального строительства, то есть жилых домов, каких-то построек, дачных, возможно. Да. В связи с этим хотелось на этом нам остановиться и разъяснить более подробно здесь порядок подключения. То есть правила подключения к сетям газоснабжения предусмотрены постановлением правительства от 30 декабря 2013 года, номер 1314. Под подключением объекта капитального строительства понимается совокупность мероприятий организационных и технических по подключению домов к сетям газораспределения. Исполнителем является газораспределительная организация, владеющая сетью газораспределения. В нашем случае преимущественно в республике это у нас Сахатранснефтегаз, который планируется подключение объекта капитального строительства. Газификация населенных пунктов республики проводится как в рамках региональной программы газификации, так и в рамках мероприятий по подключению к газу ПАО «Газпром». Это тоже крупный поставщик газа в нашей стране. То есть Южная Якутия, южные регионы нашей республики, они газифицируются в рамках данной программы. Все, наверное, слышали, у нас крупные объекты есть, Сила Сибири и прочие. От них в рамках уже действия этой ветки у нас газифицируются параллельно и населенные пункты. Данными программами предусматривается строительство межпоселковых, межпоселенческих сетей газораспределения. То есть внутри уже населенных пунктов это обязанность по организации лежит на органах местного самоуправления, то есть на администрациях районов и администрациях поселений. Если населенный пункт газифицирован, подключение объектов капитального строительства к такой сети осуществляется на основании договора о подключении. То есть человек может обратиться, если газ имеется в населенном пункте, он может обратиться в газораспределительную организацию с заявлением, и после прохождения процедуры, о которой сейчас расскажем, он может заключить договор о подключении. То есть мероприятия по подключению, предусматриваемые договором, включают в себя разработку проектной документации, исполнение технических условий исполнителем и заказчиком данного договора, осуществление и последний этап осуществления уже фактического подключения объекта капитального строительства к сетям газораспределения. То есть это уже когда жилой дом фактически газифицируется и начинается поставка газа. Согласно пункту 58 указанных правил, мероприятия подключения в пределах границ земельного участка собственника осуществляются уже самим собственником этого земельного участка. То есть если гражданин владеет земельным участком, грубо говоря, до границы земельного участка газ проводится газораспределительной организацией, а внутри участка это уже обязанность, скажем так, собственника. Как он обустроит, как он считает нужным это сделать. Заявитель несет имущественную и эксплуатационную ответственность внутри границ земельного участка,
до границы, опять же, несет ответственность по безопасной эксплуатации, содержанию газораспределительной организации. В нашем случае, в большинстве случаев это Сахатранснефтегаз, да, если мы говорим. Ну, необходимо отметить, что расходы на осуществление технологического присоединения внутри земельного участка также лежит на собственнике. Вот, и не включены в состав платы за технологическое присоединение. Какие все-таки, расскажите, обязанности лежат на собственнике газового оборудования после подключения к газовым сетям? По окончании строительства, подключения к газораспределительным сетям, гражданину необходимо заключить договор с газораспределительной организацией на подключение, договор на техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское сопровождение и договор на поставку газа. Да, вот три договора, грубо говоря. В последнее время вообще участились случаи утечки газа, в связи с чем актуален вопрос своевременного обслуживания газового оборудования. Да. В каждой квартире, в каждом доме есть какое-то газовое оборудование, газовая плита, газовая колонка, водонагревательная, газовый котел. Да, и в связи с этим газ — это источник повышенной опасности, и поэтому к нему стоит относиться с должным вниманием. В соответствии с решением Федеральной службы по тарифам, то есть было принято решение содержание внутридомового газового оборудования исключить из платы за коммунальные услуги. И то есть, грубо говоря, после 2016 года эта обязанность легла на непосредственно собственника, либо нанимателя жилого помещения. То есть он должен заключить договор напрямую уже сам. Это полностью его ответственность. Многие восприняли нововведение как дополнительную плату и отказались заключать договоры. Без договоров профилактические осмотры газовых плит, газового оборудования внутридомового практически прекратились. И результаты не заставили себя долго ждать. И в связи с этим мы видим рост увеличения утечки газа, может быть, каких-то аварийных ситуаций. Да. А с какой частотой нужно проводить проверку газового оборудования в многоэтажных жилых домах и в частном секторе? Значит, в многоквартирных домах и в частном секторе разделения нету. Да, оборудование необходимо проверять ежегодно, то есть раз в год, обращаться в газораспределительную организацию, либо специализированную, которая заполняет абонентскую книжку, ставит дату, кто проводил осмотр, и соответствует ли оборудование или не соответствует. А в условиях пандемии как проводятся эти проверки? Сложностей в данной связи не имеется, то есть жалоб, обращений мы таких не получали. Необходимо соблюдать просто все ограничения, которые не дают распространяться вирусу. И, в принципе, по периодичности никаких изменений законодательство не претерпело в этой части. А чем грозит отказ от проведения технического обслуживания и заключения договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования? Газораспределительная организация в случае отсутствия договора на обслуживание или на ремонт внутридомового газового оборудования может прекратить поставку газа, даже если не имеется задолженности, да, по оплате коммунальных услуг в виде газоснабжения. Газораспределительная организация в целях обеспечения безопасности эксплуатации этого оборудования может прекратить поставку газа. При подключении газа в МКД и в частном секторе есть ли какие-то сложности взаимоотношения с газовиками и управляющими компаниями? Вообще, да, анализ состояния законности мы проводим каждое полугодие. При поступлении каких-то заданий Генеральной прокуратуры мы проводим чаще их. Анализ состояния законности показывает, что основные обращения граждан связаны именно с порядком подключения. То есть кому-то необоснованно отказали, где-то не хватает мощности для подачи газа. В этой части проводим проверки и принимаем соответствующие меры. Чтобы говорить о систематических нарушениях таких, чтобы они часто приходили, такие обращения, мы не можем. Основной пласт обращений связан в центральной части региона, Якутск, центральные районы, в связи с дефицитом пропускной способности. То есть люди хотят подключиться, но фактически не могут, поскольку не хватает мощности подачи газа. В этой части мы тоже даем оценку. В феврале 2021 года, текущего года, мы проводили проверку, по результатам которой
установлено было, что региональной программой газификации фактически не учтена потребность населения. То есть наибольший дефицит был в микрорайонах здесь Марха, Покровский тракт, село Пригородное. Ну, это касаемо Якутска. Но основной дефицит в Якутске. Нами были приняты меры, в правительство было внесено представление, после которого дополнительно были выделены денежные средства в размере 54 миллионов рублей. То есть в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация, микрорайон Марха уже газифицируется. То есть оценку этому мы тоже даем. Ну и в районах, конечно, оценку, в каких-то частных случаях тоже прокурорами дается оценка. А вот по обоснованности тарифов подключения газа куда могут обратиться люди? Значит, обоснованность тарифов на жилищно-коммунальные услуги дает, действует у нас контрольно-надзорный орган в республике, это Управление государственного строительного и жилищного надзора. При несогласии с выставляемым счетом вы можете обратиться в данное управление, и они дают оценку, принимать соответствующие меры. В случае несогласия с действиями или бездействием данного управления вы уже можете обратиться в прокуратуру республики, в ходе которого будет дана полная оценка и в том числе обоснованности данных тарифов и действиям или бездействию управления. А какую роль осуществляет прокуратура республики в сфере газификации населенных пунктов? Прокуратура республики, она осуществляет надзорное сопровождение, то есть мы проблематику, после анализа состояния законности мы видим проблематику, какая присутствует у нас в регионе. То есть, я говорил, основная проблематика у нас связана с недостаточностью пропускной способности в центральных регионах. Как говорил ранее, мы приняли меры. Вот по нашим мерам было выделено дополнительное финансирование. Работы сейчас ведутся, и они находятся в нашем контроле. То есть ежемесячно мы запрашиваем ход реализации данных мероприятий, и в случае каких-то проблем мы даем корректировку. Вот, к примеру, в Намском районе, в селе Намцы отсутствовала актуализированная схема газоснабжения села. В связи с чем прокурором района были внесены представления главе муниципального образования Ленский Наслег и главе муниципального района Намский Улус район. После отсутствия схемы газоснабжения актуализированной ведет к тому, что люди зачастую не могут подключиться к сетям, газовым сетям, поскольку разрастаются села, строятся новые жилые дома, а их, грубо говоря, в схеме газоснабжения не имеется. Поэтому работа должна проводиться органами местного самоуправления систематически, то есть хотя бы раз в полгода, чтобы включались новые дома, новые объекты, согласовываться с газораспределительной организацией, направляться уже в Министерство промышленности и геологии, которая эту схему газоснабжения по республике, она ее актуализирует и утверждает указом главы республики. То есть если уже у нас есть в региональной программе газификации жилой дом, как правило, никаких проблем с подключением к газу не имеется. Спасибо вам большое, Тимур Раванович, за такую актуальную информацию. Благодарю. Ну а я напомню, что вы смотрели актуальное интервью, в рамках которого мы сегодня разговаривали с прокурором отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и экологии прокуратуры республики Тимуром Даниловым.